Испытано на себе. Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас воскресный день, и в этом выпуске мы посмотрим велопоход на Табагинский мыс. Поехали! Кстати, запомните, если вы двигаетесь на велосипеде и решаете перейти пешеходный переход, то это нужно сделать только спешившись с велосипеда. Сбор происходит в 13:00 на площади Орджоникидзе. Вот уже стоят велосипедисты. Сегодня у нас намечается открытие сезона. Как это ни странно звучит, в середине июня у нас первый массовый выезд с ночевкой. Ночевка на Кангаласском мысу. И как мы видим, этот поход стал супер-супер массовым. Я думаю, он побил рекорды массовых велопоходов. Погода очень благоприятная. Мы сейчас двигаемся в сторону Кангалас. Там ночуем на берегу реки и завтра дружной толпой возвращаемся в город Якутск. Поход в принципе рассчитан для новичков. Я вижу здесь много перворазников, и это у них будет отличная возможность приобщиться к велотуризму. Так, ну что, я тоже присоединился к этой поездке. Поеду на вот этом велосипеде. Это After Instinct. Давно я его уже брал, я даже не знаю, сколько ему лет, но тем не менее работает исправно. У нас тут Василий Купер, который сейчас нам расскажет свою поездку. Вася, какие ожидания? Весело провести время, Ага. прокатиться. Как давно ты катаешься на велосипеде? Ой, 2011, наверное, да? Примерно так. Где твой велосипед? Мой велосипед, вон, видишь, лежит. Давай обзор сделаем. Это колесо, и там тоже колесо. Это педали, а это палатка. Ну, и все. Катайте на велике. Кто едет на Кангаласы, подходите сюда, пожалуйста. Сейчас мы проведем небольшой брифинг. Расскажу немножко о регламенте похода, вообще о мероприятии. Очень большая, интересная, насыщенная программа нас ждет. Все молодцы, что приехали. Рад всех видеть. Я думаю, будет интересно, и поход оставит у вас самые позитивные воспоминания о этих выходных. Вот. Евгений следит за колонной, на связи со всеми по рации. Связь в походе — это самое важное, друзья. Без связи нет слаженного движения. Без связи нет позитива. Связь — наше все. Ура! Ура, товарищи! Куда мы приехали? Пока еще не приехали. Ага. Чуть-чуть осталось. Значит, едем дальше? Да, едем дальше. Сейчас дорога и направо. Почти приехали. Вау! Без буксировки не обходится, да? Да, далеко гляжу. А что случилось? Собачки перестали работать. Слушай, Жень, ну для первой покатушки тяжеловато, конечно. Надо было тренироваться. Действительно сложно, потому что, во-первых, это начало сезона, то есть люди после зимы не все готовы, ножки как бы не готовы к таким нагрузкам. Да, 40 километров это не просто, плюс еще лесная дорожка у нас здесь такая серьезная, насыщенная препятствиями в виде подъемчиков и колеи.
Ну, как я вижу, все достойно справились. О, какая красота! Вау! Вот оно, место, куда мы должны, конечно, попасть. И попали ровно в 7 часов. Все по графику, да? Совершенно по графику, да. Ну что, друзья, поздравляю всех! Ну что, мы наконец-то добрались. Да, Вася, мы это сделали? Это было жестко. Жестко, да? Да, вид стоит того. Красота. Отдых на Кангаласском мысу, он специфичный в плане того, что до воды спускаться очень далеко, а подниматься тем более. Поэтому, и даже, как говорят ребята, которые уже набирали воду, там потребуется емкость и веревка. Пейзаж красивый, шикарные виды. Красивейшая река Лена. И, кстати, попробуем замерить высоту мыса. Как будто спустились, но еще вниз, да? Теперь через лес спускаться тут, как на горных лыжах. Да-да. Оп, оп. Так, теперь как будто через джунгли. Высота здесь 137 метров над уровнем моря. Но это еще не берег реки. И это еще не река, да? Почти пришли. Ого! Ага. И бросаем в воду. Такой жесткий обрыв здесь. Так, у нас на этой точке, это еще до реки еще метра 2, да, 3. 85 метров над уровнем моря, если видно. Вот видно. Идем наверх.
Так, 130 метров. Тут такая вот землянка старая. Мне кажется, его построил тот, кто ленился ходить далеко за водой. Тут недалеко. Еще осталось немного. Или много. На этой точке 166 метров. Замерим еще наверху. Фу. Задача не из легких. Вон ребята там с ведром. Кажется, у них все получится. Очень крутой подъем в конце. И скользкий. Будем догонять. 193, 200, 115 метров оттуда, снизу. А сколько времени потратили? 30 минут, но это там внизу включили. Ага. Так, 110 метров от верха мыса до реки. Сейчас у нас уже собирается лагерь. И есть свободная минутка, чтобы пообщаться с Евгением Никифоровым, мастер Ник, руководителем, организатором поездки. Ну, Жень, давай, наверное, так как ты сейчас собираешь свой лагерь, да, то я думаю, как ни у кого, как у велосипедиста, можно поучиться самому минимальному набору, ну, и чтобы было более-менее комфортно. Вот, давай начнем, наверное, со стула. Вот очень интересная модель. Да, на самом деле, конечно, все велосипедное снаряжение туристическое, оно должно быть компактным и легким. Это обеспечит возможность вам долго двигаться, не напрягаясь. И кроме этого можно будет вести дополнительные какие-то продукты, дополнительные вещи. То есть компактность и легкость – это самое основное в велопоходе. Что касается вот этого кресла, это скорее роскошь. Берем его специально в небольшие, в несложные походы, чтобы комфортно посидеть с замечательным видом. Кресло на самом деле выглядит, может быть, как-то громоздко, но оно очень легкое. Вес его примерно килограмм 300. И что самое важное, оно очень быстро... Ты имел в виду кило 300? Кило, да. Килограмм 300. Не килограмм 300, 350, а где-то кило 300, да. 1340 грамм у него документированная масса. Разбирается и собирается он очень просто и превращается в очень компактную вот такую вот штучку. Сейчас я вам покажу, это делается вот буквально за минуты. Здесь каркас из алюминия даковского. Это, как известно, самый крепкий алюминий, самый прочный. Из него делают дуги для палаток премиум уровня. И вот таким образом даже ребенок, любой человек без особого туристического опыта, но который любит комфорт, может эту штуку собрать, разобрать за считанные минуты. Вот таким образом выглядит трубчатый каркас. Угу. И после упаковки в себя же, так сказать, спинку как чехол, сворачиваются здесь уголки, мы видим вот такую вот маленькую связочку. Вот она. Вот. И также кресло оборудовано чехлом. Безусловно, все велотуристические, да и вообще туристические вещи нужно возить в специализированных чехлах. Это, во-первых, предохранит их от повреждений каких-то. Бывают непромокаемые чехлы для палаток, для спальников. Но в конечном итоге это просто удобно, практично. И можно его закрепить, скажем, или на внешней подвеске велосипеда, ну или сложить куда-то в велорюкзак, не заморачиваясь тем, что оно развалится. Причем вот чехол проветриваемый, да? Да, чехол проветриваемый, сеточка позволяет именно дышать спине, когда ты долгое время сидишь, и уменьшает вес, что в принципе тоже очень удобно. Ну, таким образом, даже пешие туристы могут с таким ходить. Рекомендовать, пожалуй, могу для каких-то таких лайтовых выездов на 1-2 дня, ну, скажем, вот в многодневку на 2 недели я бы не взял, а взял бы вместо этого лучше 2 литра воды, например, она полезнее будет. Вот таким образом выглядит одно из наших гаджетов. Переходим к палатке. Да, конечно, самое основное, что может быть у велосипедиста, это палатка. Нет палатки,
комфортно не отдохнешь, не переоденешься, не укроешься от дождя, от ветра, поэтому палатка должна быть. И палатка должна быть, как я уже говорил, повторюсь, очень компактная и легкая. Ну, одна известная фирма производит очень легкие и компактные палатки, не будем здесь ничего рекламировать, но, в принципе, палатка достаточно удобная. И сейчас я ее в этом сезоне поставил первый раз. Немножечко помучился вчера, мне ребята помогли, но, тем не менее, я думаю, что в дальнейшем это все выработается до автоматизма. Ну, надо сказать, что здесь такой квартал был этих производителей этого Совершенно верно, да. Это говорит о том, что люди начали ценить действительно компактность. Пусть это будет какая-то переплата, но в конечном итоге это сказывается именно на твоем, ну, здоровье, можно сказать, потому что вес и компактность, они позволяют ехать более комфортно, более быстро. Любая палатка туристическая состоит, естественно, из внутренней части, из самой палатки и из тента. Тент защищает от влаги, от воды, от ветра, ну и позволяет как-то вот в данном случае маскироваться в лесу, потому что такой защитный цвет, он издалека менее заметен, чем, скажем, оранжевый для горных восхождений. Для леса это не так критично. Ты сейчас уберешь тент, и там будет еще один вариант, да, использования этой палатки? Да, совершенно верно. Сейчас мы с вами посмотрим на саму палатку. Тент отстегивается тоже достаточно быстро, ну, как и все тенты. И вот таким образом выглядит палатка. Как мы видим, здесь именно легкость, малый вес достигается за счет большого количества сетчатых элементов. То есть она, по сути, прозрачная. Но в этом есть и свои плюсы. Она хорошо продувается, она дышит достаточно хорошо. И вот эта сеточка за счет малого веса вот именно позволяет ей быть такой легкой. Ну, если теплые ночи и, в принципе, нет осадков. Совершенно верно, да. Многие используют без тента. Это жарким якутским летом. В июле можно где-то поставиться и дышать, наслаждаться воздухом. Это безусловно плюс, конечно же. Каркас, он из дуг состоит алюминиевых. То есть просто сейчас я все оттуда вытащу. Очень удобно, когда палатки имеют тамбуры, создаваемые темпом, и два входа. Двухместная палатка желательно, чтобы обладала двумя входами-выходами. Это позволит двум участникам, вот меня сейчас несет вместе с ней. Такое тоже бывает. Убрал вещи, все, якорь убрался. И сейчас придется ее, да, быстренько снять с каркаса, иначе мы сейчас вместе с ней улетим. Сегодня у нас, да, достаточно сильный ветер с утра. Спасибо, Руслан, за то, что не дал улететь. Вот. Установка палаток на ветру, да, это особая технология. Это делаются оттяжки штормовые. Это утяжеляется она какими-то подручными вещами. Угу, спасибо. Так. Вот, и ветер, он имеет вот свои такие, вносит коррективы в установке лагеря. Да, здесь на мысу получается даже вот в лесу чуть поменьше ветра, а вот там прямо очень сильно продувается. Да, все верно. И также легким движением руки палатку можно свернуть. Дуги очень просто разбираются. Вес этой палатки какой? Вес именно вот этой двухместной палатки 1650 грамм. То есть она даже не дотягивает до 2 килограмм, что это является очень неплохим показателем, но я бы даже сказал шикарным. При том, что палатка двухместная, полноценная, имеет 2 входа, 2 тамбура. Есть такая же версия одноместная. Для тех, кто любит путешествовать один, она покомпактнее немножечко, она полегче. Но тут все зависит от предпочтений. С кем вы ездите, любите ли вы спать звездочкой на полу или любите аскетизм. Или храпите. Да, это тоже немаловажно, потому что в этом случае вам судьба спать где-то на отшибе лагеря в одиночестве в гордом. Все верно. Ну, наверное, многие зададутся вопросом, все-таки без рекламы, но сколько стоит двухместная палатка? Да, давайте я скажу так, что, во-первых, конечно же, легкие качественные компоненты стоят недешево. Данная модель, ну, скажем так, стоит немножко больше 40 тысяч рублей. Но здесь надо иметь в виду, что палатку вы покупаете не на 1 сезон, не на 2 сезона. Палатка – это вещь длительного использования. То есть вы можете с ней всю оставшуюся жизнь проездить, и она еще по наследству перейдет вашим детям при должном уходе. Конечно же, нужно вовремя следить, чтобы не было разрывов. Иногда в случае разгерметизации обрабатывать швы палатки каким-то
каким-то таким, ну, есть специальное средство водоотталкивающее. Хранить палатку нужно особым образом, то есть не скомкал, бросил где-то на балкон на неделю, а ее желательно развешивать, чтобы она просушилась как следует и без изломов висела. Перед походом собрать, запаковать и взять с собой. То есть при хорошем уходе палатка, ну и любая другая вещь служит, конечно, более долго. Тут у тебя, кстати, еще пол, да, есть отдельно? Да, есть еще один интересный момент, это так называемый футпринт. То есть для ультралегких палаток, дно которых достаточно тонкое, как раз для облегчения веса, существуют вот такие вот дополнительные коврики, так называемые полы отдельные. Они тоже легкие, они весят примерно 200 грамм, но в итоге, когда мы расстилаем пол и потом ставим палатку сверху, защита днища палатки, она все-таки чуть повыше. В конечном итоге всегда проще постирать или заштопать пол, чем саму палатку. Поэтому настоятельно рекомендую для ультралегких палаток с тонким полом использовать все-таки специальный футпринт. Он не добавит веса, но зато вы будете уверены, что она не протрется и не проколется каким-нибудь там корнем или шишечкой. Вчера у нас, как мы уже упоминали, состоялся самый массовый поход с ночевкой. Отмечу, что с ночевкой не однодневный выкат, а именно поход полноценный, с ночевкой, с палатками, с готовкой ужина. Количество участников составило 50 человек. То есть это очень большое количество для Якутска. Сразу же хочу отметить, что такие большие сборища людей на свежем воздухе, они в принципе приемлемы, так как велосипед изначально подразумевает социальное дистанцирование. Люди едут на определенном расстоянии. И также вы можете посмотреть, что палатки стоят на достаточно большом расстоянии и контакта между людьми нет. Кроме того, свежий воздух, ветер, он не способствует передаче каких-либо болезней, инфекций. То есть велопоход, он наоборот оздоравливает. Что касается самого похода, это был, можно сказать, раскаточный маршрут. Мы находимся сейчас, напомню, на Кангаласском мысе. Это в 50 километрах от города Якутска. В основном дорога была асфальтовая, и лишь последние несколько километров мы прошли по лесу. Но, тем не менее, все очень достойно прошли маршрут. Новички, те, кто выехал первый раз вообще и первый раз в этом сезоне под руководством более опытных товарищей, нас накормили замечательнейшим вкусным борщом. Мы сварили его в 2 огромных ведрах, потому что обычного походного котелка на такое количество людей просто не хватает. Замечательно покушали, посидели, помечтали, полюбовались видом на реку замечательным с этого мыса. И вот сейчас после завтрака мы потихонечку собираемся. Тут, кстати, в походе 2 сурли. Это вот дистракер, это Санин, и вот мой стоит там. Как раз вот именно туристические велосипеды, они должны быть очень надежные. Это, как правило, стальная рама, это жесткая вилка без амортизации, которая может даже в самых суровых условиях работать безотказно. Это очень надежные крепления для багажников, передних багажников в том числе, потому что иногда бывает на дальние расстояния приходится вести еще и не только на заднем багажнике, но и на переднем. Ну и сам сплав, сама рама, она сделана из сплава стального и очень серьезно выдерживает серьезные нагрузки. Ну и ремонтопригодна, то есть если что-то случается, то, конечно, сталь гораздо проще заварить в походных условиях, чем алюминий. Ну, не нужен аргон, например. Большое крепление, количество креплений на экспедиционных, на туристических велосипедах позволяет закрепить множество всяких вещей. Вот вы видите флягодержатели, можно на вилку прикрепить много чего, сумочки различные. И таким образом путешествовать становится приятнее, конечно. Хоп, хоп. И финальный штрих – это упаковка в собственный чехол. Так это выглядит. Сюда же отправляется наш пол, футпринт. Кстати, у него достаточно высокая водонепроницаемость, то есть он рассчитан как раз на установку, может быть, в каких-то сырых местах, заболоченных, на мокрой траве. С этим проблем нет. Затягиваем. И видим на выходе вот такой вот мешочек размером с термос и такого же размера кресло. Вот, пожалуйста, возникает вопрос, что же вы возьмете в поход? Это или это? Ответ очевиден. Берите обе вещи, и ваш отдых будет комфортным и приятным. Друзья, вливайтесь в наши велопоходы. Сезон только начинается. Следите за обновлениями, за анонсами. Покатаемся. Короткое якутское лето нужно встретить на велосипедах. Будет здорово.
была поездка на Кангаласский мыс. Друзья, ну а теперь давайте посмотрим то, что не вошло в этот выпуск. Полный багажник. Как всегда. Аюна. Ну что, мы сейчас выдвинулись за колонной велосипедистов, едем в сторону Кангаласского мыса. И у нас больше такой семейный выезд с ночевкой, но параллельно будут вести съемки о поездке велосипедистов. Вот столько у нас вещей. Так как мы едем с маленьким ребенком, у нас палатка, печка, ну и все, что требуется для комфортного отдыха на природе. Мы уже въехали в поселок Кангаласы. По дороге не смогли догнать ребят. Это значит, что достаточно хорошо они прошли. Выехали, если с Якутска в 2 часа, то уже прошло 3. В принципе, даже отстающих не было. Прогноз был до где-то часа на 4, 3-4 часа до Кангаласы. Может быть, сейчас мы их найдем на проселочной дороге, уже на самом мысу. Так, ну что, чудес не бывает. Мы сейчас выезжаем обратно из поселка Кангаласы. Потому что, оказывается, мы разминулись с ребятами в Тулагино. Через Тулагино идет сквозная дорога, а я поехал на машине, соответственно, по объездной. И именно в этот момент мы с ними разминулись. Они рядом с Кангаласами. Сейчас мы их увидим. Аюна спала всю дорогу. Незнакомый дядя. Только свежий, Руслан. Да. Я привыкший уже. Че, как состояние? Легкий ветерочек, спинку. Солнышко не светит, хорошо. Отлично. Ну, поехали. Погоня, погнали. Так, ну что, мы тоже едем. Мы сейчас уже на Кангаласском мысу. Тут очень много дорог разных. Перед поездкой я скачал карту.
Вот. Ребята почему-то стояли вот на этом повороте. То есть они, скорее всего, хотели пойти так. Но нам нужно добраться сюда. В общем, мы сейчас их объедем. Проедем по возможности до этой точки. И посмотрим, где будем ставить лагерь. Двигаемся мы на переднеприводной Королле по проселочной дороге. В принципе, дождь был сегодня. Дождь лил ночью, но тем не менее дорога сухая, дождь был небольшой. Но вот есть такая колея. То есть тоже своего рода приключение двигаться по такой дороге на переднеприводной машине. Чем дальше в лес, тем дорога уже становится такой, там, где мало ездят. Несмотря на это, вот только что мы проехали Т-образный перекресток. Ну, вроде направляемся в правильную точку. Хотя по карте дорога, которую я посмотрел на спутнике, она правее. Идет параллельно нам. Главное, что если придется разворачиваться, то развернуться не получится. Какая мощная колея. Так, судя по карте, мы уже приблизились к распадку, причем с другой стороны как-то это получилось. По словам Евгения, руководителя группы, впереди должен нас ждать какой-то очень не особо проезжаемый участок. Так, вот распадок. Мы должны были встать вон там. Но, скорее всего, мы уже проехали тот участок дороги. А может и нет. Слушай, ну мы на их мысу. Так, кстати, вот про эту, наверное, говорили ребята, что здесь легковая машина длинная не сможет проехать. Так, ну нормально. А, вот еще один овраг. Он тоже проезжаемый. Ну все. Слушай, ну, нормально. Мы на месте. Какая красота. Да, но мне, конечно, немного стыдно, что велосипед на самом деле приехал на машине. Но что делать? Там мы должны были стоять, но там как-то не очень красиво. Слишком много леса. Хорошее место. Так как у нас сегодня с нами маленький ребенок, надо первым делом поставить палатку. Памперсы. Стол. Что помещается в Toyota Corolla? Стулья. Четырехместная палатка. Теплый пол. Пока комары сажали. Тут же много хорошего места.
бабочки, детям очень нравятся. Бабочки, бабочки. Ой, Юна хорошо поспала сегодня, да? Тебе понравилось? Только комарики покусали. Да? Стесняется. Мы собрали лагерь, сейчас поедем в город. Очень жарко сегодня, хороший день. Испытано на себе.